До конца года в Коми планируют достроить сразу 3 крупных физкультурно-спортивных объекта. Такого масштабного новоселья в спортивной отрасли региона не было никогда. Обновления ждут в Обьячево, Ухте и Троицко-Печорске. А вот в Микуне уже вовсю проводят тренировки в новом универсальном игровом зале. Продолжит Алена Ладыгина. Универсальный игровой зал спорткомплекса «Северная волна» в Микуне открыли в начале этого года. Больше 100 миллионов ушло на строительство. Помимо федеральных средств были вложены деньги как самой республики, так и муниципалитета. В новом зале проводят занятия по баскетболу, волейболу, бадминтону и даже теннису. Это долгожданное событие для местных спортсменов, ведь таких залов в регионе единицы. Прелесть этого зала в том, что он по стандартам большой. То, что здесь можно проводить мини-футбол. У нас в республике таких залов 1, 2, 3 и обчелся. Больше их нету. Для спортсменов очень важны площадя. То есть они в школе очень узкие. Все занимаются в школах, в образовательных. Там 288 квадратов в зале. Это я точно знаю. А здесь 1305 квадратов. А в райцентре Прилузия готовят к сдаче современный спортивный комплекс. Сегодня его готовность более 90%. Подрядчик работает как на внутренней отделке, так и по благоустройству территории. Строительство идет с опережением графика. После открытия спорткомплекса здесь смогут проводить крупные соревнования круглый год. На сегодняшний день мы республиканские мероприятия можем проводить, но только на открытом воздухе. А именно в помещениях игровых видов спорта у нас пока нет возможностей. Но с появлением физкультурно-оздоровительного комплекса у нас возможность появится. На финишной прямой и строительство спорткомплекса единоборств в Ухте. Для него уже ищут подходящее название. До конца года ФОК должны возвести и в Троицко-Печорске. К середине ноября подрядчик намерен подготовить документы для сдачи объекта. Завершены полностью работы по асфальтированию прилегающей территории. Осталось смонтировать где-то 40 метров ограждения объекта. Подрядчик обещает, что эти работы будут закончены также до конца этой недели. Завесены все уже на объект малой архитектурные формы. Это скамеечки, урны. Самая сложная работа, которая предстоит по ФОКу в Троицко-Печорске сейчас, это устройство деревянного пола. Там будет высококачественный пол деревянный, то есть к этому материалу предъявляются очень высокие требования в плане его качества изготовления, степени просушки. Кроме того, продолжается строительство лыжной базы в Сыктывкаре. В следующем году аналогичный объект должен появиться в Выжме. Также на средства федерального проекта «Спорт. Норма жизни» в этом году 2 площадки ГТО появились в Ухте и Сысольском районе. А за 5 лет в Коми было построено 13 площадок ГТО. Все это позволило нашей республике занять 8-ю позицию в национальном рейтинге Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». А среди северо-запада мы и вовсе первые. Алена Ладыгина, Павел Королев, телеканал Юрган.